Здравствуйте, это понедельник, 6 ноября на ТНВ. Время новостей Татарстана. О событиях праздничного и выходного дня расскажем прямо сейчас. В студии работает Лина Зинатульна. Коротко о темах выпуска. Фундаментальное событие. Вот такие вещи, их вроде не видно на первый взгляд, но на самом деле они стратегические. Что Конституция Татарстана дала республике, расскажет Дмитрий Аринин. В Татарстане запустили республиканскую программу «Забота о своих». Запуск сайта позволит нам с вами обеспечить всех участников специальной военной операции и членов их семей необходимой информацией. Как новый сервис поможет участникам СВО и их семьям, узнала Лина Зинатульна. Ощипали гусей, собрали пух, пели и плясали. В Казани прошел древнетатарский гусиный праздник Лозымэсэн. Это своего рода был показателем достатка татарской семьи. Если у тебя много гусей, значит, у тебя много подушек, ты излишки можешь продавать. Подробнее в материале с Ириной Васильевой. Сегодня наша республика отмечает один из главных государственных праздников – День Конституции Татарстана. 6 ноября 1992 года был принят основной закон республики. Сегодня в честь праздника в Татарстане выходной. Над зданиями госорганов развивались флаги, в социальных сетях звучали поздравления. 31 год назад документ заложил фундамент развития нового Татарстана. Конституционную комиссию возглавлял Минтимер Шаймиев, а над созданием текста, тогда еще не было Конституции России, работали лучшие правоведы республики и страны. На события исторического дня через призму времени и развития республики взглянул Дмитрий Аринин. По республиканскому закону о порядке введения в действие Конституция Татарстана вступила в силу 30 ноября 1992 года, то есть спустя 24 дня после того, как здесь же в Госсовете основной закон был принят. Отметим, что Конституции России тогда еще не существовало. Она появилась только год спустя, 12 декабря 1993-го. Принятая сегодня Конституция – первая в нашей истории, идущая от интересов республики. Она создавалась не по чьей-либо указке, а базировалась на волеизъявлении народа. Над текстом работали больше 7 месяцев. Ученые и правоведы учли все предложения жителей и изучили лучший мировой опыт. За основной закон Татарстана парламентарии проголосовали практически единогласно. Отныне в Республике Татарстан 6 ноября будет отмечаться как День Конституции Республики Татарстан в соответствии с нашим решением. Приняли же Конституцию Татарстана раньше, чем Конституцию Российской Федерации. Постарались, чтобы соответствовали мировому уровню, я имею в виду международному праву. Это был очень важный момент. Конституция отразила всю уникальность Татарстана. Был установлен статус республики, институт президентства, получили равноправие государственные языки, дана свобода экономической деятельности. Формируя каркас государственности республики, Конституция способствует сохранению и развитию исторических, национальных, духовных традиций, культур и языков, обеспечению гражданского мира и межнационального согласия. Как отмечают эксперты, Конституция отразила стремление народа Татарстана создать новую государственность, повысить самостоятельность республики в решении социальных и экономических задач. К Татарстану стали тянуться люди, в том числе и из других регионов. Ну и, конечно, имея элементы правосубъектности, элементы и международной правосубъектности, как в любом федеративном государстве, мы, наконец, нас немножко стали узнавать за рубежом. Это только кажется, что Конституция – это какой-то далекий от каждого из нас документ. На Конституцию, как на мощнейший фундамент, опирается каждая норма, каждый закон, по которому каждодневно живет каждый человек. Так, высшей ценностью Конституции Республики провозгласила права и свободы человека. Татарстанцы стали активно отстаивать свои права. Конституционный суд Республики ежегодно рассматривал десятки обращений. Добивались улучшения жилищных условий, получения субсидий, строительства ФАПов на селе. После федеральной реформы рассматривать такие обращения в Татарстане будет Конституционный совет. Он превращается в орган при парламенте, но мы его сделали самостоятельным у себя в республике, чтобы у него полномочия были, и обязательность рассмотрения принятых решений Конституционным советом по конституционному законодательству были рассмотрены во всех инстанциях, кому они направлены. Это очень важно.
По Конституции Татарстан оказывает содействие в развитии национальной культуры и языка, в том числе татар, проживающих за пределами республики. В городах и районах работают дома дружбы народов, где действуют воскресные школы и творческая самодеятельность. В регионах страны и зарубежья в год проходит более 300 сабантуев. Татарстан подключился к восстановлению после пожара татарского села Юлдуз Курганской области. Если говорить о конкретных статьях, то, я не знаю, можно выделить, например, статью 37. Она говорит о свободе вероисповедания и, соответственно, очень и очень важна для нашей межконфессиональной республики. Но на сегодняшний момент мы знаем, что все конфессии, которые существуют, кроме различных запрещенных законодательством сект, имеют право доступа к своей пастве. Все эти конфессии успешно взаимодействуют между собой и с государством, с какими-то общественными структурами, с общественной палатой. Все эти конфессии имеют возможность создавать культовые учреждения. Благодаря основному закону обеспечивается свобода и разнообразие рыночной экономики. Татарстан содействует развитию малого и среднего бизнеса. Сейчас в нем работают более 170 тысяч предприятий, где, если учесть и самозанятых, трудится около четверти населения. Для предпринимателей проходят бесплатные семинары, например, по выходу экспорта на китайский рынок. Федеральные законы и наша Конституция позволяют нам вести и международные отношения, и на этой основе в непростых сегодняшних экономических условиях работать на повышение благополучия и благосостояния нашего населения многонационального. Конституция Республики Татарстан, мне кажется, это основной и важнейший инструмент всех успехов и достижений Татарстана, которые мы видим сегодня. Сейчас Татарстан – это динамичный, устремленный в будущее регион-лидер с амбициозными планами в экономике, образовании и инновациях. Дмитрий Арин, Адель Мендубаев, Игорь Романов, ТНВ, Казань. По случаю праздника к татарстанцам обратился Рустам Минниханов. Он отметил, принятый на переломе эпох фундаментальный документ стал выражением воли многонационального народа, его стремления к сохранению стабильности и укреплению социально-экономического развития. Конституция объединила нас, способствовала духовному возрождению и развитию этнокультурного и языкового многообразия, стала ориентиром для общественных, национально-культурных и религиозных объединений. Мы сохранили межнациональное и межконфессиональное согласие, на паритетной основе восстановили святыни, памятники архитектуры и истории, говорится в обращении Рустама Минниханова. Он подчеркнул, принятые в этом году Госсоветом поправки свидетельствуют, основной закон соответствует духу времени. Позитивные преобразования не были бы возможны без поддержки со стороны руководства страны, отметил Райс Республики и пожелал татарстанцам благополучия, успехов в труде и жизненного оптимизма. Следить за тем, чтобы правовые акты не противоречили главному закону республики, а конституционные права жителей не нарушались – задача Конституционного совета Татарстана. Он был создан в июне после упразднения Конституционного суда. Его возглавил юрист с 40-летним стажем Ильгиз Гилазов. Как будет выстроена работа, кто может обратиться и чем новый орган отличается от суда? Об этом мы поговорили с председателем совета. Ильгиз Идрисович, добрый день. Добрый. Мы знаем, что по всей России упразднили конституционные суды регионов, в том числе и в нашей республике. Можно ли сказать, что Конституционный совет Татарстана взял на себя эти функции и является неким правопреемником этого органа, и в чем их различие? Сказать, что мы являемся правопреемниками конституционных судов, наверное, будет некорректно, потому что конституционные суды входили в систему судебной власти и, естественно, и функционировали в рамках этого, как судебная власть. Мы же являемся всего лишь Конституционным советом, такая структура. Она была создана, я считаю, для того, чтобы вот этот конституционный надзор, касающийся наших внутренних законов Республики Татарстан, к нашей Конституции Республики Татарстан, он нужен, он для этого был создан. А обязательно ли для исполнения решения Конституционного совета для органов власти и местного самоуправления? Эти решения по сравнению с судебными, они не являются обязательными и, естественно, в принудительном порядке наши решения исполнять невозможно будет, потому что механизма нет. Но есть общий надзор, и прокуратура
отреагировав, скажем так, на наше заключение, может в принудительном порядке заставить их внести изменения в тот или иной нормативный акт. Кто может обратиться в Конституционный совет и с какими вопросами вы помогаете? Все структуры власти, начиная от нашего РАИСа, Кабинета министров, Государственный совет, депутаты, уполномоченные все по правам человека, ребенка, даже простой гражданин может обратиться, если считает, что принятый закон затрагивает его интересы и нарушает его права. Как жители Татарстана могут обратиться в Конституционный совет? Письменная форма, можно и в электронном формате это все обратиться, да? Ну, установлены какие-то реквизиты же есть, кто, где, откуда, какие контакты, значит, в отношении этого. Ссылка на тот закон, который человек оспаривает, мотивировка, почему он считает, в какой форме его права этот нормативный акт затрагивает, какой норме Конституции это не соответствует, по его мнению. У нас на сегодняшний день есть свой сайт, кто заинтересуется, он может зайти, посмотреть. А созданы ли в каких-то других субъектах России Конституционные советы и наладили ли вы с ними контакты? Это республики Адыгея, это Саха-Якутия, это Башкортостан. Там уже созданы были раньше у нас конституционные советы. Федеральный законодатель не определил формы, методы, полномочия этой структуры, и, естественно, у всех немножко по-разному. С Башкортостаном по обмену опытом мы специально поехали, встретились с ними, спросили, какие у них проблемы, какие вопросы, свои вопросы задали. Вполне возможно, что создание этой новой структуры получит развитие и в других субъектах. Будем надеяться, что востребованность в этой структуре будет. Спасибо большое за интервью и с праздником вас. Спасибо. И, пользуясь случаем, всех жителей нашей республики с Днем Конституции Республики Татарстан. С праздником вас! В Татарстане разработана новая республиканская программа «Забота о своих». Она объединит и систематизирует на единой площадке меры поддержки участников СВО и их семей в Татарстане. Здесь будут обозначены и федеральные, и региональные, и муниципальные формы помощи. Сегодня республиканскую программу и ее единый интернет-ресурс презентовали в Доме правительства. Сайт уже начал работать в пилотном режиме. Интернет-портал избавит от лишнего поиска информации в министерствах и ведомствах. Подробности далее. Все это потребовало от нас создания единого ресурса, который бы позволял все меры объединить в республиканскую программу, которая в пилотном режиме начинает работать. Единый портал стал ответом на запросы от участников СВО и их родных, сообщила вице-премьер Лейла Фазлиева. Он объединил все меры поддержки, которые доступны в Татарстане, пока интернет-ресурс работает в пилотном режиме. Запуск сайта позволит нам с вами обеспечить всех участников специальной военной операции и членов их семей необходимой информацией по той или иной мере, а также избавить от лишнего поиска этой информации в министерствах и ведомствах Республики Татарстан. Пилотный режим необходим для того, чтобы мы имели возможность, уважаемые коллеги, получить обратную связь по итогам тех мер, которые сегодня предлагаются, и опять-таки увидеть адресную необходимость в оказании помощи по тому или иному вопросу. Теперь все меры поддержки объединены на портале «Забота о своих» и разделены на 3 категории: участникам СВО, их семьям и детям. Для примера выберем последний раздел. Вверху видим ключевые слова. Выбираем детский сад и видим, какие меры поддержки полагаются. Здесь подробно разъясняется, какие документы необходимо собрать и куда с ними обратиться. Меры поддержки делятся на федеральные, республиканские и муниципальные. На уровне страны действует целая система выплат. Так, ветеранам боевых действий ежемесячно положены 3896 рублей. Потенциальных получателей в республике 2377. Выплата Героям России 83,5 тысячи ежемесячно. Беременные жены мобилизованных могут получить единоразово 36 тысяч рублей. По Татарстану это 156 женщин. Есть и различные пособия на детей. Мать, опекун или другой родственник имеет право уже на ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего до 3 лет. И на сегодняшний день ежемесячная выплата составляет в размере 15 548 рублей. Среди республиканских мер поддержки разовая выплата 360 тысяч рублей бойцам батальонов Алха и Тимер, несовершеннолетним детям участников СВО единовременно 20 тысяч рублей. Также положена субсидия на проведение газа в дома военнослужащих.
Либо участник СВО является собственником данного помещения, либо он является членом семьи собственника данного помещения, но обязательно условия, они должны быть прописаны в этом доме. Мера достаточно популярна и очень активна. Сейчас ребята возвращаются и подают заявление на компенсацию в пределах 100 тысяч рублей. Как отметила Гузель Удачина, с начала работы филиала Фонда «Защитники Отечества» к ним поступило больше 4000 обращений. Больше всего от родных участников СВО. Многие хотят узнать, какие меры поддержки им положены. Другие сталкиваются со сложностями при их получении. Например, трудно оформить нужные документы. Командир воинской части, который, условно, находится в городе Севастополе, говорит, а мы обычно такие справки даем, никакую другую мы предоставить не можем. Поэтому здесь, в принципе, наши социальные координаторы выступают в качестве такого, скажем, медиатора, между воинской частью и социальной защитой, потому что у нас одна общая задача и цель, чтобы эта мера поддержки, которая на самом деле этой семье положена, чтобы она была предоставлена в максимально короткий срок. Сложности возникали и у военнослужащих, получивших ранения. Сбор документов задерживал получение выплат. Как сообщила уполномоченный по правам человека, проблему подняли на федеральный уровень. Внесенные приказом Министерства обороны изменения, которые сегодня предусматривают осуществление данных выплат военнослужащим, получившим ранение, контузию, травму, увечья в ходе СВО в беззаявительном порядке. Упростить получение мер поддержки должен и новый сайт. Также в Телеграме создан чат-бот, который в пару кликов пришлет информацию по интересующей категории. Это может быть имущественный, финансовый и нематериальный вопрос. Информация на портале будет регулярно обновляться. Лина Зинатульна, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Республиканское движение «Ярдам Янаша. Помощь рядом» собрало в Казани больше 7 тонн гуманитарного груза для пострадавших жителей сектора Газа. Среди востребованных вещей – средства гигиены и медицинской помощи, детское питание. В Казани работают 2 штаба на Мазита Гафури 46 и Патриса Лумумбы 4. Также открыт пункт фонда «Закат» на Тукая 89. Привезти необходимое можно до 8 ноября. После гумпомощи отправят в Египет. Оттуда ее распределит организация «Красный полумесяц». С друзьями, с братьями мы решили сплотиться с посильной помощью. Привезли моющие средства для наших братьев и сестер в Палестине, которые сейчас находятся в очень тяжелой жизненной ситуации. Мы каждый день по 15, по 20 волонтеров организовали дежурство. Люди продолжают приносить помощь и успеваем. Буквально до 8 ноября у нас будет сбор, он завершается. Казань вошла в десятку самых популярных городов России для поездок на ноябрьские праздники. Почему москвичи, петербуржцы и уральцы предпочитают путешествовать по Татарстану на электричках, читайте в интернет-газете «Реальное время». Рустам Минниханов с рабочим визитом прибыл в Каракалпакстан, Республики Узбекистан. В международном аэропорту Нукус райса Татарстана встретили председатель парламента Каракалпакстана Аманбай Ырынбаев и председатель Совета министров Фархот Эрманов. Завтра делегация Татарстана посетит ряд предприятий и состоится рабочая встреча с руководством Каракалпакстана. Наш следующий репортаж об учителе физкультуры и интересные личности из села Бурундуки Кайбетского района. Про таких, как он, говорят настоящий созидатель. Хамза Юнусов, кроме ведения уроков, тренирует школьную команду по баскетболу и бадминтону. Ученики и коллеги говорят, он обладает уникальной способностью видеть потенциал во всех и ищет возможности для развития. И это в 60 лет. Есть в его биографии и история спасения людей, и увлекательная поездка с детьми в Париж. Даже на каникулах его ученики в спортзале. Каждый день обязательные тренировки. Только так можно добиться успеха, считает Хамза Юнусов. Вот уже 40 лет он преподает физкультуру в Бурундуковской школе Кайбетского района. Его ученики ежегодно становятся победителями районных, зональных и даже республиканских турниров. Секрет своего успеха у детей не скрывает. Они видят во мне друга. Я считаю, что детей всегда нужно хвалить. Воспитываю в них характер. Говорю, сегодня ты проиграл, но помни, завтра можешь выиграть любого. Нужно только трудиться. Мы никогда не теряем времени. Если какой-то учитель заболел или не может провести свой урок, я всегда говорю, давайте я проведу физкультуру, найду, чем их занять.
Хамза Юнусов родился в Чувашии. Стать учителем физкультуры решил еще будучи шестиклассником. По направлению после института попал в Бурундуковскую школу. Так и остался здесь на всю жизнь. Все эти годы помимо уроков ведет кружки. В 2016-м решил сам обучиться бадминтону, и теперь у него одна из сильнейших школьных команд в республике. Они даже попали на международный турнир во Францию и вошли в 5 лучших. Так простой сельский учитель и его ученики покорили Париж. Во Франции помимо соревнований был и фестиваль. Мы с учениками представили татарскую кухню. Все были в восторге. Хамза Баширович очень хороший учитель физкультуры. Я знаю очень много учителей физкультуры, но он вот самый мой любимчик. Он очень добрый, он умеет нас заинтересовать. Его уроки очень развлекательные, интересные. Мы его очень любим и за его старания хотим ему сказать огромное спасибо. Хамза Юнусов еще и передовик хозяйства. Больше 40 сезонов он провел за рулем комбайна. Рад, что преподавание в школе позволяло совмещать 2 любимых дела. Последние 5 лет уже не выходит на уборочную, но большая техника все равно притягивает к себе. Весь свой отпуск я проводил в поле. Это для меня отдых, как будто на курорт съездил. Есть в этой работе своя романтика. За рулем комбайна ты как за штурвалом корабля, будто плывешь по полю. Спасибо жене, она у меня понимающая. Я ведь все лето до ночи работал. В жизни Хамзы Юнусова есть место и героизму. 9 лет назад, рискуя своей жизнью, он бросился в горящий дом, чтобы спасти односельчан. Рассказывает, это было ночью. Он после работы уже спал, когда его разбудили соседи и позвали на помощь. Он даже не думая ринулся спасать. Хамза Баширович вытащил из горящего дома мужчину и женщину. Если мы друг другу не будем помогать, кто поможет в такие тяжелые моменты? Я не думал ни про себя, ни про свою семью. Знал, что должен сделать все возможное. Только в кино видел, как спасают. Подумал, неужели я не смогу? Вот такой настоящий герой. Учитель, которого любят дети, и комбайнер, готовый потратить весь свой отпуск на работу в поле, живет в селе Бурундуки. За заслуги ему аплодировала вся республика. На послание его пригласил раис республики Рустам Миниханов. Хамза Баширович говорит, он просто очень любит свою землю и работу. Вероника Гайнудинова, Лейсан Саитова, ТНВ, Кайбицкий район. Синоптики предупреждают об изменении погоды. Предстоящей ночью и завтра утром местами ожидается туман, порывистый ветер до 15 метров в секунду. Днем сильный дождь, и вся неделя будет дождливой. При этом температура останется высокой, днем от плюс 5 до 10 градусов. Тысячи жителей республики в эти выходные стали свидетелями уникального для наших краев природного явления – северного сияния. Как небо заиграло авророй, наблюдали апастовцы, кукмарцы, балтасинцы, альметьевцы и другие. Татарстанцы выкладывали свои фото в соцсети. Как пишут пользователи, полярное сияние перестает быть полярным. Как стало известно сегодня, таким небо было в большей части средней полосы России. Специалисты отмечают, это связано со вспышками на Солнце. Заряженные частицы пробивают магнитное поле, ионизируют атмосферу, ну и вот этот светящийся воздух. Притом, в зависимости от консистенции атмосферы, ну, понятно, что в разных точках даже нашей республики атмосфера содержит различные компоненты, чуть-чуть, но содержит. И цвет вот этих вот сияний немножко отличается. Или синий, или красный. То, что пробивает наш защитный слой, это, в общем-то, еще раз повторяю, нештатная ситуация. С первым снегом в селах и деревнях Татарстана традиционно начинались праздники гусиного пера. В этом году зима не спешит, поэтому сборы для ощипывания гусей приходится немного откладывать. А вот в Казани временить не стали. По случаю ноябрьских праздников гостей собрали в Старотатарской Слободе. И гусей ощипали, и подушки пухом набили, и оладьев напекли. И гусь настоящий, и традиции исконные. В Казанском подворье большой праздник. Отмечают День гусиного пера. Это старинный обычай, который до сих пор бережно хранят в татарских селах. Его уже 6-й год демонстрируют гостям и туристам. Сегодня мы все вместе погрузимся в атмосферу обряда,
который много лет сохраняется благодаря нашим бабушкам, дедушкам, благодаря тем, кто неравнодушно относится к сохранению наследия, культурного наследия. Когда начинается осень, первые заморозки, начинают в деревнях, в селах резать гусей, и собираются все девушки, песни поют, щипают гусей, готовятся к зимнему периоду. Это наша история, которую нужно показать. Забой гуся – процесс сложный, его доверяли только мастерам, но работы хватало всем. Тушку ощипать, пух собрать. Вот и в Казани к праздничному субботнику подключились туристы. Лидии Имашевой из Оренбурга доверили сборку кисточек из гусиного пера. Мы сами, татары, должны передавать из поколения в поколение вот эти наши традиции. И если мы это не будем делать, конечно, кто это будет делать? Под народные песни девушки несут тушки к озеру Кабан. В селах принято споласкивать их в родниковой воде. Здесь народные обычаи сымитировали. Чтобы в следующем году птицы было больше, дорогу посыпают гусиным пухом. Татарская традиционная культура, она всегда связана с гусем. Потому что она связана с поверьями, но плюс ко всему это своего рода был показателем достатка татарской семьи. Если у тебя много гусей, значит у тебя много подуш, ты излишки можешь продавать. Древний обряд всегда собирал много народа, соседей, родственников, друзей. В татарском народе все тяжелые работы принято проводить вместе. И сенокос, и сбор картошки. И вот козымесе тоже. В каждой деревне раньше были мастерицы по ощипыванию гуся, его приготовлению. С традициями праздника они знакомили молодое поколение. После работы всех зовут на горячий чай из самовара. Угощают оладьями, смазанными гусиным жиром. Казань, на самом деле, была очень давней мечтой, потому что 3-я столица России обязательно нужно посетить. Мы увидели афишу, что будет интересно в Казани. Вот решили посмотреть на традиционные обычаи, которые здесь есть. Я сама в молодости в деревню ездила и участвовала в этом празднике. То есть мы ходили на ручей Шишмягя и там мыли гусей. Сегодня привела своих внуков, чтобы они познакомились с традициями татарского народа. Закончился праздник гусиного пера песнями и плясками под гармошку. Сирина Васильева, Алмаз Зиадинов, ТНВ, Казань. Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Сейчас прогноз погоды с Динаром Бодрудиновым. До встречи. Здравствуйте, Исянмесес, в студии Динар Бодрудинов. В Татарстане в предстоящие сутки продолжит властвовать циклон. Температура в республике останется выше нормы. Подробнее через несколько секунд. Только до конца ноября Даниил Мастер увеличивает скидку на изготовление любой корпусной мебели до 20%. Не откладывайте на завтра свою мечту о новой кухне или шкафу-купе по вашим размерам. Узнайте подробности по телефону в Казани 2 167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Кукмаре, Богатых Сабах и Балтаси облачно и дождливо. Температура днем 6-7, ночью около 6 градусов тепла. В Буинске, Кабицах, Камском устье в течение суток ожидаются осадки в виде дождя. Днем от 7 до 9, ночью 7-8 градусов выше нуля. В Чистополе, Нурлате и Мамадыше похожая картина. Будет облачно, пройдут дожди. Днем 7-8, ночью 6 градусов со знаком плюс. В Набережных Челнах, Менделеевске и Актаныше днем теплее, 9-10 градусов, ночью около 6. Здесь также повсеместно ожидаются осадки. В Альметьевске, Бугульме, Азнакаево, в отличие от других районов, прогнозируют прояснение. Однако и здесь местами дожди, днем 9-10 градусов, ночью 6-7 градусов тепла. В туристических зонах нашей республики будет довольно тепло и сыро. В Свияжске облачно, дожди. Температура и в светлое, и в темное время суток одинаковая, около 7 градусов тепла. В Болгаре все то же самое. Осадки и плюс 7 и днем, и ночью. В Елабуге днем чуть теплее, до 9 градусов выше нуля. Ночью плюс 6. Здесь тоже дожди. Банк Аверс оказывает весь спектр банковских услуг для частных лиц и корпоративных клиентов. Для бизнеса банк предлагает услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, кредитованию, банковские гарантии и продукты с возможностью эффективно размещать свободные денежные средства.
В Казани в предстоящие сутки тоже будет тепло и очень влажно. Температура днем плюс 8 градусов, ночью 7 градусов тепла. Пройдут дожди. Давление чуть ниже нормы, 746 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный, умеренный. Влажность 96%. Магнитное поле Земли спокойное. По предварительным данным, характер погоды в течение недели практически не изменится. Только к выходным немного похолодает. Это все о погоде. Берегите себя. Я с вами прощаюсь. До встречи. Кындарыгызым Ушловулсын.